Тестер орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня на пресс-конференции представители Национальной палаты предпринимателей Атамекен представят нашему вниманию новую подпрограмму «Искер Азамат Елтірега» и акцию Атамекеном, реализуемую в рамках программы «Рухани жаңғыру». Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз мәслихатымызда «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында іске асатын Атамекенім жобасының таныстырылымы және «Искер Азамат Елтірега» қосалқы бағдарламасының тұсаукесері болады. Бүгінгі баспасөз конференциямыздың қонақтары: Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарушы директоры, Адам капиталын дамыту департаментінің директоры Олжас Ордабаев, бизнес-коммуникацияны мемлекеттік тілде дамыту департаментінің директоры Бауыржан Оразғалиев, бастау бизнес жобасының бизнес-тренері Азамат Маханалин және ел тірегі шағын және орта бизнес қауымдастықтың басқарма төрағасы Мерхат Мәдениетұлы Мұсанап. Құрметті қонақтар, аламызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Олжас Темірбекұлы өзіңізге ұсынылады. Рахмет. Құрметті журналистер, саламатсыздар ба? Бүгінгі брифингке қош келдіңіз. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы с вами хотим обсудить и ответить на вопрос, каков же все-таки образ казахстанского предпринимателя, современного казахстанского предпринимателя, чем он занимается помимо ведения бизнеса, как он помогает обществу. И в рамках президентской программы «Рухани жаңғыру» Национальная палата предпринимателей Атамекен инициировала акцию «Атамекенім». И что отрадно, помимо акции «Атамекенім» появились еще инициативы от самого бизнес-сектора, от самих предпринимателей. Например, появилась подпрограмма «Искер Азамат Елтірега», о которой инициаторы расскажут сами. И я бы хотел заострить ваше внимание на одном из первых основных таких результатов, которые мы добились в этом направлении. Это внедрение программы «Основы предпринимательства и бизнеса» в школьную программу. Эта программа ориентирована на 10 и 11 классы, рассчитана на 2 урока в неделю и нацелена на предоставление ученикам таких основных жизненных навыков, которые ему пригодятся без разницы, будет ли он предпринимателем или будет искать свою стезю где-то в другом виде деятельности. И одно из основных, что мы хотели сделать, это посеять в нашем подрастающем поколении зерно прагматизма и, скажем так, нацелить их на достижение результатов, научить их критическому мышлению, научить их так называемым soft skills, мягкие навыки. И наша программа получилась несколько отличающаяся от стандартных программ, от классических дисциплин. Программа получилась очень игровой, затягивающей нашу молодежь в сам процесс, они вовлекаются в него очень активно. Мы это опробировали уже в ходе пилота. Мы разработали, помимо образовательной программы, которая была утверждена в прошлом году, мы разработали учебник для 10 класса, сейчас ведется работа над учебником 11 класса. Предпринимательский сектор сам вовлекается в написание учебника, предприниматели берут под шефство те или иные главы, темы учебника. И в ходе апробации мы поработали в 16 школах, которые находятся в 14 областях, в 2 городах республиканского значения Алматы и Астана. То есть мы охватили абсолютно все регионы и постарались охватить разные школы, городские, сельские, с казахским языком обучения, с русским языком обучения. И в ходе нашего пилота и апробации поняли, что как учеников вовлекает этот процесс очень серьезным образом, так и получили очень хорошие отзывы от учителей. Безусловно, мы в этом году начнем работу по повышению их квалификации. Мы будем обучать преподавателей, каким образом правильно доводить информацию до детей, каким образом правильно настраивать их на изучение этого урока. И, в общем-то, работы очень много, и она в этом году ожидается очень бурной. В 2019 году любой десятиклассник может выбрать этот предмет. Он находится в составе элективных дисциплин по выбору. Входит он в государственный общеобязательный стандарт образования. Поэтому в 2019 году уже реализацию можно будет видеть. На эту программу мы большое внимание свое фокусируем, потому что это некий такой наш со стороны предпринимателей, некая отдача молодому поколению.
И мы видим, что большое количество предпринимателей вовлекается в разного рода социальную работу, ежедневно с ними работаем, мы это видим. Но видим еще и такую особенность. Далеко не каждый предприниматель хочет афишировать и показывать свою социальную направленность. Огромное количество бизнесменов являются меценатами, спонсируют разного рода социальные проекты, помогают нуждающимся, но, к сожалению, мало кто об этом знает. И мы решили в рамках акции «Атамикен» пропагандировать эти самые добрые дела. И нашей целью является, помимо того, чтобы показать, скажем так, героев обществу, мы еще очень серьезно хотим этим, скажем так, вирусом добра заразить других членов общества, других предпринимателей. Мы очень рассчитываем на то, что это станет трендово и модно, так как, в принципе, наверное, это и должно быть. Более подробная информация у нас размещена как на нашем сайте Атамикен.kz, так и в Фейсбуке, и в социальных сетях у нас есть странички Атамикен «Делай добро». В рамках этого проекта огромное количество уже, хоть программа и акция недавно стартовала, достаточно много уже реализованных проектов, когда предприниматели вовлекаются в решение проблем простых граждан, которые заявляют о своих проблемах. Мы вот здесь вот достаточно большое внимание на этом фокусируем. Помимо акции «Атамикен», у нас еще и действует реестр социальных проблем. На сайте atomiken.kz вы можете найти этот реестр, в котором в региональном разрезе находятся размещены те или иные системные социальные проблемы для того или иного региона, района. И предприниматели могут эти проблемы начать решать. Потому что далеко не всегда бизнесмены, даже готовые вовлекаться в решение социальных проблем, знают о наличии этих социальных проблем. И что мы заметили, огромное количество предпринимателей вовлекаются в решение проблем своей малой родины, в решение проблем тех мест, где они сами живут. Уже там более 1000 этих социальных проблем есть, огромное количество проблем уже находится сейчас в работе, и мы больших результатов ожидаем от этих наших активностей в этом направлении. Как я ранее сказал, действует инициатива предпринимателей и бизнесменов, которая называется «Скер Азамат Ель 3Г», и я бы хотел уже передать слово инициаторам. Благодарим вас. Слово передается Мирхату Мединетову. Пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово. Құрметті әріптестер, қазақ тілінде сөйлейтін спикерлер болады. Всем добрый день. Я бы хотел рассказать о нашей ассоциации Ель-3Г. Мы современное поколение молодых предпринимателей, которые выросли уже в современном, независимом Казахстане. Благодаря нашему старшему поколению, которые создали большую законодательную базу и многих других институтов. Осенью прошлого года группа инициативных представителей малого и среднего бизнеса со всех регионов Казахстана собрались для обсуждения актуальных вопросов готовности казахстанского бизнеса к вызовам современного мира. В ходе нашего обсуждения было определено, что одним из движущих факторов должна стать трансформация мышления самих предпринимателей. Эта идея по трансформации сознания в бизнес-среде созвучна с идеологией Рухани Жаңғыру. В результате инициатива бизнеса была поддержана администрацией президента. В итоге была создана 6-я подпрограмма Рухани Жаңғыру «Скер Азамат Ель 3Г». Результатом проделанной работы стало создание Казахстанской ассоциации малого и среднего бизнеса Ель 3Г, целью которой развитие современного этичного предпринимательства ориентировано не просто на сиюминутное извлечение прибыли, а на качество, прагматизм, конкурентоспособность. Мы, Ель 3Г, молодые активные предприниматели со всех регионов страны. Мы готовы начать с себя, инвестировать в сознание сейчас, чтобы развивать бизнес-культуру для будущего поколения страны, для наших детей. Ассоциация Ель 3Г является рабочим органом подпрограммы «Скер Азамат Ель 3Г», куратором которой является Национальная палата Атамикен. Пользуясь случаем, от имени ассоциации хочу выразить благодарность администрации президента и руководству Национальной палаты Атамикен. Благодарим вас. Келесі сөз кезегі Бауыржан Херғазыұлы өзіңізге ұсынылады. Құрметті әріптестер,
Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында, бұл бағдарлама 5 жылға арналған 2017-2021 жылдарға. Осы жоба аясында Атамекен кәсіпкерлер палатасы қаржылай емес қолдау оператор ретінде былтыр 80 ауданда ауыл тұрғындарын бизнес негіздеріне баулып, арнайы курстар өткізді. Бұл курстарды біз бастау бизнес тренингтерді енгізбес бұрын біз жалпы нарықта Қазақстанда бар бизнес негіздерін оқыту бағдарламаларын зерттей келе, біраз бір кемшілік бір жетілмеген тұстарын таптық. Оның ішінде бағдарламалар көбінде қысқа мерзімді болып, ауыл тұрғындары жалпы кәсіпкерлікке оқимын дейтін ниетті адамдар көбінде түсінбейтін теориялық материалдар ғана алып, әрі қарай әрекет жасай алмайтын. Әрекет неге жасамайды? Себебі қаржыландыру берілмейтін. Сол себепті бұл бастау бизнес жобасы аясында бізде оқыту бизнес жобаны қорғау, әрі қарай 6% жеңілдетілген несиелеу, яғни шағын кредит берумен ұштасты. Сол себепті біз былтыр 80 ауданды қамтып, Қазақстан барлық түпкірінде, барлық өңірлерде біз 15 мың адамды бизнеске әкелдік. Оның ішінде 3314 адам бизнесін ашты немесе кеңейтті. Яғни Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өзіне бір нақты көрсеткіш алды, яғни өзіне бір міндеттеме алдық, 3300 адамды оқыттық. Біздің алдымызға қойған меже, ол негізгі мақсат бұл адамдарды бизнеске баулу, оның сыртында адамдардың психологиясын өзгерту. Яғни мемлекеттен бір жәрдем күтпеу, өзіне табыс бизнес ашу арқылы өзін жұмыспен қамту, айналасындағы адамдарды жұмыспен қамту, осындай бізде мақсаттар болды. Қазіргі таңда біз екінші жылы бұл жобаны атқарып жатырмыз. Қазіргі біздің мақсат 30 мың адамды бизнеске баулып, 30 мың адам өз шағын кәсіпкерлігін ашуға жағдай жасаймыз биыл. Биыл біз 160 ауданды қамтып отырмыз. Яғни біздің жобаның ауқымы 2 есе кеңейіп жатыр. Оның сыртында біз, яғни бір оқыту бағдарламасы туралы қысқаша айтсам, оқыту бағдарламасы тек қана теориямен шектелмейді. Біз бір топта орта есеппен 30-35 адам оқиды. Олардың бизнес жобасы анықталып, әрі қарай бір ай бойы бірлесіп бизнес тренерлермен бизнес жоспар жасап, әрі қарай бұл бизнес жоспар арқылы қаржыландыру алады. Яғни қаржыландыру алған бетте біз стартап жоба болғаннан кейін біз оларды қалдырмаймыз. Біздің 188 ауданда кәсіпкерлікті қолдау орталықтары арқылы біз оларға бір жыл бойы сүйемелдеп, әрі қарай бизнесін дамытуға жағдай жасаймыз. Национальная палата предпринимателей Атамекен в течение 2017 года впервые реализовала проект «Бастау бизнес» по обучению основам предпринимательства. В прошлом году в 80 районах мы обучили 15 тысяч человек. Из них по итогам обучения, благодаря микрокредитованию и гарантированию, 3314 человек запустило бизнес. На данный момент мы сейчас сопровождаем эти бизнес-проекты. В этом году целевые показатели, которые стоят перед Национальной палатой предпринимателей Атамекен, 30 тысяч человек мы должны обучить, из них не менее 6 тысяч людей должны открыть субъект бизнеса. Если по опыту 2017 года смотреть, у нас большинство проектов, более 80% это проекты в сфере АПК, это животноводство, растениеводство, теплицы. Также есть проекты в сфере сервиса, это сфера услуг, социальная сфера, это небольшие объекты, бани, небольшие ателье, цехи, то есть те проекты, которые необходимы для этих районов. В этом году мы планируем улучшить проект, внедрить в него несколько новшеств. Одно из них – это развитие проектов, исходя из специализации регионов. То есть для этого мы привлекаем активно местные исполнительные органы, и мы хотим, чтобы проекты были именно исходили от потребностей самого рынка. Также в этом году Национальная палата предпринимателей уже 4-й год реализует программу нефинансовой поддержки и программы по повышение компетенции сельчан через Центр агрокомпетенций. Поэтому мы планируем все 3 обучающие инструмента объединить и обеспечить между ними синергию. Спасибо. Сізге көп рахмет. Келесі сөз кезегі жаңағы айтылған бастау бизнес жобасының бизнес-тренері Азамат Маханалинға беріледі. Спасибо за предоставленную возможность. Как вы все знаете, один из ключевых мест в статье главы государства «Взгляд в будущее», модернизация общественного сознания, занимает место это конкурентоспособность. Если учесть, что около 48% казахстанцев вообще проживает на селе, это очень важное место, конкурентоспособность именно сельчан. Вообще сам проект «Бастау» для меня стал настоящим профессиональным вызовом.
Участие в проекте дало возможность поделиться своими практическими знаниями по ведению бизнеса, на самом деле увидеть, как с каждым днем меняется наш участник, именно сельский житель, безработный, самозанятый человек. Сам я в прошлом году был в проекте, начал проект в Акмолинской области, Ерментауский район. За период обучения мы выпустили 187 выпускников. Это из них 70 человек, то есть получили, открыли свое дело, стартап. Из них 30 человек, то есть получило финансирование через финансовые институты. В частности, это фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Значит, хотел бы добавить, да, что ориентированность именно проекта Бастау Бизнес – это дать возможность и показать простому сельскому жителю, что он также может участвовать в бизнес-процессах и открыть для себя все возможности. То есть у человека есть идея, которую он не может реализовать. И наша задача, то есть дать ему инструмент, открыть двери и показать эти возможности. Тем более, когда государство идет навстречу, да, и вот в проекте модернизации выделяет такие средства, под 6% давали кредит. То есть это очень, так скажем, в наше время, да, самая низкая ставка – это 6%, так как в других организациях такого не встретишь. Потом, очень много социальных проектов. В нашей Акмолинской области это 90%, наверное, это было в сфере АПК, то есть животноводчество, там, разведение крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и откормочные площадки. Из интересных проектов, да, в Акмолинской области были реализованы такие, я просто сейчас вспоминаю момент, что приходил ко мне мужчина 63 лет, то есть пенсионер по большому счету, да, который приходил каждый день на обучение. Приезжал он с села Куншалган, которое находится в 150 километрах от районного центра. То есть здесь необходимо понимать, да, что человек в 63 года, пенсионер, хочет обучаться, хочет понимать. Ему не важно, получит он этот кредит, не получит он кредит, он хочет понимать, он хочет знать. К нам также обращались действующие индивидуальные предприниматели для того, чтобы получать информацию, то есть информацию по налогообложению. Ничего не стоит на месте, все меняется. Люди приходят за знаниями, люди трансформируются. То есть один из примеров. Женщина многодетная, осталась без мужа, 6 детей. Приходила, обучилась, получила возможность, узнала и сказала, у меня есть эта возможность. Получила кредит и открыла откормочную площадку. То есть она самостоятельно, индивидуальный предприниматель, воспитывает 6 детей, кормит их. Также и есть возможность заработать. Можно поддержать, да? Да. Есть в этом проекте есть очень важный момент именно по финансированию. То, что большая проблема в сельской местности именно с залогом. То есть залогообеспечение финансовыми институтами оценивается очень низко по понижающим коэффициентам. Поэтому вот в рамках этой программы было предусмотрено порядка 3 миллиардов тенге на гарантирование залога. То есть через дочернюю компанию «Казагро», АО «Казагрогарант». Но дело в том, что в первый год, в силу того, что этот инструмент гарантирования был использован впервые в сельской местности, были определенные недоработки, но наши коллеги из финансовых институтов настроены в этом году улучшить этот инструмент, потому что на самом деле желающих заниматься бизнесом на селе очень много. Из тех людей, которые пришли, если посмотреть на статистику, из 15 тысяч человек, около 8,5 тысяч человек защитили бизнес-планы. То есть это люди, которые целенаправленно шли на финансирование. Для нас, особенно в первые потоки, мы стартовали в апреле прошлого года, первые потоки, особенно людей было желающих по тому же Ерментаускому району. Если мы максимально класс вмещал до 40 человек, то у нас порядка 70-80 человек хотело учиться. То есть у людей есть потребность именно в знаниях и есть потребность также в знании о мерах господдержки. Потому что мер господдержки огромное количество и в рамках дорожной карты бизнеса, и в рамках других программ. Но дело в том, что люди зачастую там теряются в этих госпрограммах. И наши тренеры, по сути, являются тем навигатором, который там определяет и помогает. И опять же по обучению. Наше
программа обучения состоит из 12 модулей. Именно модули тоже постоянно модифицируются, меняются в зависимости от потребностей сельчан. Но тем не менее, именно первая неделя, около 10 дней уходит на то, чтобы расположить этих людей. Потому что на самом деле огромное количество разных информационных групп, разных организаций приезжает в села, рассказывает, и потом просто уезжают, и люди потом остаются, опять же, сами по сути, предоставлены себе. Поэтому мы тесно с местными исполнительными органами, с финансовыми организациями, очень, в принципе, и с общественностью очень тесно работаем на уровне районов. И вот и таких тренеров, как Азамат, у нас по Казахстану 80 тренеров, которые, в принципе, являются универсальными тренерами, которые являются и психологами, и экономистами, и финансистами, и юристами и так далее. То есть поэтому в этом году мы сейчас готовим еще 80 таких тренеров у нас практически готовы, и мы вот с марта, с апреля месяцев стартуем совместно с нашими партнерами, с заказчиками, с Министерством сельского хозяйства. И в этом году перед нами планка по обучению 30 тысяч человек. Всего за 5 лет мы обучим 135 тысяч человек. И в целом проект «Бастау бизнес» мы рассматриваем как в структуре всей системы бизнес-образования. Вот если то, что наши коллеги сказали о курсе «Основы предпринимательства» это для школ, для школьников, то мы здесь уже закрываем там, людей зрелого возраста. У нас по статистике радует то, что были зрелые люди в возрасте 30, 45, 50 лет, но тем не менее именно уже в середине года активность начали проявлять молодежь. Вот если по итогам года 2017 смотреть, около 25% это была молодежь в возрасте до 29 лет. То есть это очень нас тоже радует. Поэтому если есть вопросы, да, мы готовы ответить. Спасибо. У меня появился вопрос, Бауыржан Ергизевич. Расскажите, пожалуйста, в каких регионах, вы сказали, 160 районов, да, областях будут эти проекты запускаться? Может быть, основные? На самом деле, всего в Казахстане 160 районов. Мы в этом году осваиваем все районы. То есть, если в прошлом году мы осваивали половину совместно с Министерством национальной экономики, то, что первый год мы хотели посмотреть на какие-то риски. Но так как проект показал себя, мы охватываем не только 160 районов, мы также в декабре прошлого года в программу были внесены дополнения, мы охватываем также 27 моногородов по Казахстану и все областные центры. То есть кроме городов, города Астаны, Алматы мы будем смотреть по потребности. Если есть потребность, то будем развивать. Спасибо вам за информацию. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Если желающие задать вопрос, да, пожалуйста. Лаура Амантаева, Казинформ. У меня вот вопрос к господину Урдабаеву по внедрению основы предпринимательства и бизнеса, нового предмета. Вот, господин Урдабаев, не получится ли так, что данный предмет, вводимый в школах, планируемый ввести в школах на элективной основе, среди старшеклассников не будут пользоваться особой популярностью по проблеме слабой посещаемости, потому что в школах обычно факультативы и элективные курсы очень слабо старшеклассниками посещаются. И каким образом вы планируете заинтересовать подростков? Далее вопрос. Вы отметили, что до обучения и подготовки преподавателей они будут посещать специальные курсы, пройдут до этого времени. Кто будет вести этот предмет? Кто из именно учителей-предметников будут вправе проводить этот предмет? И по сельской местности, вовремя ли будут доставляться учебники? Потому что уже, по-моему, в сентябре 2018 года этот предмет будет внедряться. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Предмет будет внедрен в 2019 году, 1 сентября 2019 года, возможно, уже будет его выбрать. Касательно, будут ли ученики ходить или нет, хотел бы уточнить, элективный курс – это не, скажем так, кружок, это обязательный предмет, но элективность заключается в том, что тот или иной ученик может выбрать его или не выбрать. То есть, но если он его выбирает, он его должен посещать, получает по нему определенные оценки и так далее. Каким образом мы планируем их заинтересовать? Как я уже ранее сказал, во-первых, очень много игровых форматов проходит в этом предмете, так называемая геймификация. Дети играют как, скажем так, в офлайн варианте, так и есть варианты онлайн игр. Мы подразумеваем в этом обучении, что ребята будут в ходе 2 лет постепенно развивать какую-то свою бизнес-идею. Но опять-таки у нас нет такой задачи, вернее идеи фикс, обязательно его сделать предпринимателем сразу после окончания 11 класса, но в ходе развития того или иного бизнес-плана он будет постигать большое количество ему жизненно необходимых навыков. Если я ответил на ваш вопрос. Спасибо.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Егемен Қазақстан кәсіпкерлік және бизнес негіздері деп жатқан пәндеріңіз қалаларда, қай қалаларда оқытылып жатыр және оны оқытатын мұғалімдерді қалай таңдалады? Сол жөнінде айтып өтсеңіздер. Бұл пән кәсіпкерлік негіздері пәні барлық Қазақстан бойынша жаппай оқытылады. Бірақ элективті курс болып табылады, яғни таңдау бойынша. Егер де оқушы таңдау білдірсе, бұл курсты оқытады. Бірақ біз қазіргі таңда мынау арнайы бір бағдарлама бойынша біз барлық оқытушыларды, мұғалімдерді арнайы Атамекен палатасымен бірлесіп, қазіргі тәжірибелі біздің елімізде бір жетекші бизнесмендермен бірлесіп, бұл оқытушыларды біз арнайы тренингтер арқылы оқытамыз. Рахмет, келесі сұрақ. Уважаемые коллеги, пожалуйста. Казахстанская правда, Александра Власова. Ваша ассоциация не является профильной. Можете ли вы рассказать, в чем отличие от других ассоциаций? И уточняющий вопрос, вот здесь вы сказали, что уже подготовлен учебник «Основы предпринимательства и бизнеса», и что там главы были подготовлены бизнесменами. Хотелось бы уточнить, он написан доступным языком для учеников, и там были ли учителя, методисты, либо научные деятели? Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Безусловно, писался учебник простым доступным языком. В фокус-группах были ученики соответствующих классов, соответствующего возраста. Касательно того, насколько он понятен, доступен, он, безусловно, еще будет проходить процедуру оценки в стенах Министерства образования. То есть он будет в любом случае экспертизу еще проходить, безусловно. По вашему первому вопросу касательно ассоциации Ель-3Г, наше отличие основное от любых других ассоциаций: мы не отраслевая ассоциация, направлена на развитие именно малого и среднего бизнеса. Ну и важно отметить, что ассоциация инклюзивная. Здесь бы хотел еще добавить о предстоящих проектах. Здесь очень важный момент, который бы хотел отметить, в чем мы как раз и проявим себя и пройдет наше отражение. Это один из наших проектов по объезду 14 областей и 2 городов, город Алматы и Астана, как раз по связью, по работе с предпринимателями регионального уровня и развитию предпринимательства. Благодарим вас. Келесі сұрақ. Хабар 24 телеарнасы, Рауан Мыңбаев. Атамекенім жалпы акциясы туралы кеңірек айтып берсеңіздер. Бұл акция жаңа қыркүйек айында өткен жылдың басталған көрінеді. Сол жоба басталғалы бері кәсіпкерлердің жалпы қызығушылығы қандай да бір атап өтерлік қайырымдылық шаралар, қайырымдылық мұқтаж жандарға көмек көрсетті ма? Бұл арнайы әлеуметтік жоба былтыр қыркүйек айында бастау алды. Қазір кәсіпкерлік белсенділігін алсақ, кәсіпкердің белсенділігі өте жоғары. Яғни біраз кәсіпкерлер жаңа мұқтаж жандарға көмектеседі. Оған арнайы бізде сайт ашылған. Яғни сайтта көмекке мұқтаж топтар, әлеуметтік аз қамтылған топтар өздерінің қажеттілігін көрсетеді. Арнайы тізілімді реестрда. Сол арқылы соған көмектесуге ниетті жағдайы бар кәсіпкерлер көмектеседі. Яғни бұл жалпы ұлттық үлкен жоба. Яғни жобалар туралы айтсақ, енді біраз жобалар бар. Алматы облысында, басқа да облыстарында да үлкен жобалар. Яғни мынау мүгедектерге көмек бойынша жобалар бар, тағы басқа. Олжас, какие проекты? Если более подробно говорить о проектах, высокая активность от предпринимательского сообщества, достаточно много социальных проектов. Ну, как такими первыми ласточками можно назвать предпринимателей, женщин из Атырауской области, которые помогли купить квартиру женщине с повышенными потребностями. В Акмолинской области бизнесмены помогали нескольким семьям отремонтировать дома после пожара.
В Алматинской области бизнесмены организовывали бесплатную раздачу продуктов нуждающимся. То есть вся эта работа, она проводится на достаточно системной основе. Это не разовые акции, когда предприниматель один раз дал деньги и более не участвует, да, в судьбах людей. Так или иначе, эта работа системно проводится. И что интересно, достаточно много кейсов, много примеров, и вы их можете найти в том числе в социальных сетях. Действует у нас хэштег «Атамекен делай добро». И вы можете посмотреть, что достаточно много примеров есть. И также раздел на нашем сайте atamken.kz тоже есть. Жалпы бұл жұмысты кеңінен біз кеңінен көрсететін себебіміз, яғни жаңа әріптестеріміз айтады, өңірлерде адамдар көмектеседі, яғни жандарға спонсор, меценат болып, бірақ өздерін жариялағысы келмейді. Сол себепті біз бұл көмектесу және демеушілік несін мәдениетін қалыптастырмақшымыз осы арқылы Атамекен аясында. Көп рахмет, келесі сұрақ. Вот вы сказали, что у вас нету такой идеи, такой цели сделать из всех старшеклассников бизнесменов, да? Но вообще тогда в чем идея данного курса элективного? И вы еще не ответили на мой вопрос, кто до обучения преподавателя будет проводить из предметников данный предмет в школах? Спасибо. К моменту запуска в 2019 году, к сентябрю месяцу, будет уже подготовлен пул педагогов, пул действующих педагогов. Они пройдут переобучение, пройдут повышение квалификации по именно ведению этого предмета, основы предпринимательства и бизнеса. То есть к моменту запуска в школах уже будут такие соответствующие специалисты. Касательно того, что далеко не все школьники должны стать предпринимателями, безусловно, но предпринимательство – это не всегда ведение собственного дела. То есть это понятие несколько шире, это больше связано с критическим мышлением, с руководством, с принятием важных решений. Мы надеемся, что мы сориентируем большое количество молодежи на предпринимательский путь, но если он выберет другую стезю, мы уверены, что с теми навыками, которые мы ему сможем научить, он сможет быть успешен и в других сферах деятельности. Это основное, да, это критическое мышление, это предприимчивость, это прагматизм, это умение принимать быстро правильные решения. Благодарим вас. Да, буквально последний вопрос. Добрый день, Атамекен Бизнес Channel, меня зовут Бекежан Шалбаев. Вопрос к Олжасу Ордабаеву. Скажите, пожалуйста, а касательно тех предпринимателей, которые изъявили желание работать в рамках помощи решения социальных проблем, существуют ли для них какие-то налоговые послабления, поскольку по западному опыту бизнесмены, занимающиеся благотворительностью, имеют налоговые льготы. Вот в частности, недавно у нас на информационных агентствах гуляла информация, что они просят дополнительных льгот. Планируют ли они предоставляться? Спасибо. Спасибо большое. Вопрос очень хороший. Мы, безусловно, над этим работаем, над, скажем так, предоставлением дополнительных мотивов для предпринимателей, которые в социальной сфере активны. Помимо преференций налогового формата, нами планировалось еще и, скажем, есть такая премия «Парос». Мы планировали в этой премии «Парос», мы, скажем так, выдвигали инициативу в правительство о том, что должна появиться там дополнительная новая категория «Парос» для лучших социальных предпринимателей. Я с вами согласен, что дополнительные меры стимулирования должны быть, и сейчас этот вопрос в работе. Благодарим вас. Құрметті әріптестер, баспасөз конференциямызды қорытындыласақ, бизнес қауымдастықтың әлеуметтік бағытта белсенді атсалысуға дайын екенін біз жоғарыда айтылған баяндамалардан және берілген ақпараттан көріп отырмыз. Бизнес тарапынан ұсынылған іскер азамат ел тірегі жобасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өз жұмысын бастап, ұлттық палата Атамекенім акциясын жалғастырады. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Құрметті қонақтар, сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Көп рахмет.